Это то, что ты заслуживаешь, никчемный старик. Теперь справляйся сам». Эти слова мой сын Роман бросил мне перед тем, как завести машину и оставить меня у разваливающегося дома с потрескавшимися стенами и провалившейся крышей посреди тульских лесов. До сих пор помню его презрительный взгляд в зеркале заднего вида, словно я был обузой, от которой он решил избавиться подальше от своей жизни. 3 дня спустя этот же сын названивал мне 45 раз подряд, отчаянно крича в трубку: «Папа, что ты наделал?» Но было уже слишком поздно для любых раскаяний. Меня зовут Леонид Михайлович Романов, мне 74 года, и история, которую я вам расскажу, показывает, как иногда родной сын может оказаться жестокой любого чужого человека, и как жизнь неожиданными путями расставляет все по своим местам. Родился я в небольшой деревушке под Рязанью, в простой трудовой семье. Отец был механизатором, мать — швеей в местном ателье. С детства усвоил, что в этой жизни все, что ты имеешь, добывается потом, усилиями и, главное, с достоинством. Рос среди полей, техники и рабочих инструментов. Научился управлять трактором раньше, чем как следует освоил письмо. Роскоши не было, зато были принципы. Отец всегда говорил: мужик ценится по слову и по тому, как содержит семью. Этот урок сопровождал меня всю жизнь. Благодарю этот канал за возможность открыть душу и рассказать о том, что со мной произошло. А тебе, кто слушает меня сейчас, прошу об одном. Если эта история тронет тебя, подпишись на канал и оставь в комментариях, из какого города России ты нас слушаешь. Здесь каждый день звучат настоящие истории людей, таких же, как ты или я. И кто знает, может быть, когда-нибудь расскажут и твою. Иногда мы слишком много держим в груди и нуждаемся в том, чтобы выговориться, иначе задохнемся от накопившегося. 35 лет моей жизни прошли за рулем тяжелой техники на стройках дорог и мостов по всему центральному региону и северу страны. Экскаваторы, бульдозеры, тракторы, укладчики асфальта. Что поставят передо мной, то и заставлю работать. Трудился под солнцем, которое обжигает кожу, и под дождями, что промачивают до костей. Спал в времянках, ел холодную гречку из алюминиевых мисок и месяцами не видел семью. Все ради того, чтобы каждую копейку отправить домой и обеспечить своим родным достойную жизнь. Не стыжусь этих жертв. Наоборот, гордился каждой дорогой, которую помогал строить. Знал, что соединяю села, объединяю семьи, приближаю возможности. Жизнь была суровой, да, но имела смысл. Моя жена Раиса Ивановна была сердцем нашего дома. Женщина с твердым характером и одновременно бесконечной нежностью. Она вела хозяйство и воспитывала наших 3 детей — Романа, Михаила и Анну. Никогда не жаловалась на мои долгие отъезды. Когда я возвращался после 2-3 месяцев на стройках, встречала объятием, которое стирало усталость, и поцелуем, напоминавшим, ради чего стоит продолжать борьбу. Дети бежали ко мне навстречу, и хотя мы были не богаты, я чувствовал себя счастливейшим человеком, потому что имел крепкую семью. По крайней мере, так думал тогда. С детства Роман отличался от своих брата и сестры. Пока Михаил и Анна радостно бросались ко мне при каждом возвращении с работы, он наблюдал с расчетливым взглядом, словно оценивал, чего стоят мои труды.
Уже в 12 лет заявлял, что не хочет быть рабочим, как отец, что будет учиться и станет кем-то важным. Я считал, что это здоровые амбиции, что он стремится к лучшему, и как отец даже испытывал некоторую гордость. Но в его тоне чувствовалось что-то еще. Презрение к моим мозолистым, запачканным машинным маслом рукам. Казалось, мои усилия для него ничего не значили. Когда ему исполнилось 18, устроил его помощником в знакомую строительную контору на простую работу в офисе. Возможность — честное начало карьеры, но он никогда этого не ценил. Постоянно ныл, что работа недостойна такого, как он. За несколько лет получил диплом техника-строителя и перешел на лучшую должность. И вот тогда отношения между нами по-настоящему начали портиться. Приезжаю с объекта грязный, пропахший соляркой, в замасленной одежде, а он встречает меня с брезгливой гримасой. «Папа, нельзя ли помыться перед тем, как садиться за стол?» — говорит при братьях и матери. Этот запах машинного масла раздражает. Я молча глотал обиду и шел мыться. Не потому, что стыдился своей работы, а чтобы избежать ссор в семье. Думал, молодой еще, повзрослеет, поймет цену труда. Но ошибался. Годы шли, и Роман процветал. Открыл собственную строительную фирму, женился на городской девушке, завел 2 прекрасных детей, Дениса и Дашу. Мы с Раисой стали дедушкой и бабушкой, всегда готовыми прийти на помощь. Каждые выходные навещали их, привозили подарки, рассказывали сказки, играли во дворе. Внуки нас обожали, обнимали с той чистой любовью, которую дарят только дети. Это были мои счастливейшие моменты. Но Роману наша близость мешала. «Папа, не обязательно приезжать каждую неделю. У детей свои занятия. Им нужно личное время», — говорил он, словно общение с дедушкой и бабушкой было пустой тратой времени. 5 лет назад я вышел на пенсию. Думал, что наконец-то смогу больше времени проводить с женой, лучше заботиться о ней, быть ближе к внукам. Наша пенсия была небольшая, но хватало на скромную жизнь в нашем домике под Рязанью. В деревне у нас был огород, куры, даже пара коров. Жизнь простая, но наша. Все казалось стабильным, пока Раиса не начала болеть. Боли по всему телу, страшная усталость, потеря аппетита. Отвез ее в больницу в Туле, и нам сообщили новость, разбившую мне сердце пополам. Рак поджелудочной железы, запущенная стадия. Врачи сказали, что у нее осталось несколько месяцев жизни. Мир рухнул. 45 лет вместе, и вдруг мне говорят, что времени почти не осталось. Ухаживал за ней день и ночь. Возил на химиотерапию, готовил ту малость еды, которую она могла переварить, давал лекарства по часам. Роман почти не появлялся, всегда занятый делами фирмы. Михаил и Анна, живущие далеко, приезжали, когда могли. Но я был рядом каждую минуту, потому что дал обещание в горе и радости, пока смерть не разлучит нас. И в то утро, за 3 дня до нашей годовщины свадьбы, Раиса ушла. Ушла у меня на руках, пока я держал ее ладонь. Почувствовал, будто у меня оторвали половину души. Похороны прошли в четверг под моросящим дождем, мелким, словно слезы неба. Роман пришел в черном костюме, темных очках, изображая самого убитого горем, но я, глядя на него вблизи, понимал, что в голове у него уже другие расчеты. И именно там, посреди моего горя,
он начнет показывать свои настоящие намерения. Роман подошел ко мне после похорон с торжественным видом. Крепко обнял, изображая слезы на глазах, и прошептал мне на ухо: «Папа, не беспокойся ни о чем. Я теперь обо всем позабочусь». Поначалу я подумал, что он говорит о том, чтобы поддержать меня в горе, быть рядом как сын. Но вскоре понял, что все означало совсем другое. В ту же ночь он привез меня к себе в дом в городе. Усадил в гостиной, налил чай, который даже не тронул, и холодным голосом произнес: «Ты уже в возрасте, папа. Нельзя оставаться одному в деревне. Это опасно. Лучше переезжай ко мне. Здесь будет безопаснее». Я, все еще раздавленный смертью Раисы, согласился, не споря. Может быть, в глубине души надеялся, что наконец-то он проявляет человечность. Оставил свой дом, своих животных, свои воспоминания и переехал к Роману. Но это решение стало началом самого горького периода моей жизни. Первые дни казались спокойными. Мои внуки встретили меня объятиями, просили рассказывать истории перед сном. Денис хотел, чтобы я научил его сажать фасоль в маленьких горшочках, а Даша просила петь те песни, которые напевала Раиса. Чувствовал, что мое присутствие идет им на пользу. Однако Роману и его жене это не нравилось. Замечал их недовольные взгляды, жесты раздражения, когда дети бежали ко мне. Однажды днем услышал, как его жена говорит на кухне: «Роман, твой отец мешает, у нас места мало, и дети из-за него слишком отвлекаются». На что мой сын ответил, не зная, что я слушаю из коридора: «Спокойно, это дело времени. Я все улажу». Не понял тогда точно, что он имел в виду, но эти слова впились в грудь, как заноза. Прошло несколько недель, и они начали требовать мои документы. Роман говорил, что это для того, чтобы привести в порядок мои счета, и чтобы я не беспокоился. Усталый, с сознанием, все еще затуманенным горем, я отдал ему копии паспорта, пенсионного удостоверения, даже документы на дом под Рязанью. Он улыбнулся довольно и сказал: «Не волнуйся, папа. Я буду всем заниматься для твоего же блага». Хотелось верить ему, он же мой сын. Думал, что, несмотря на его недостатки, какая-то благодарность должна остаться за годы, когда я работал, чтобы он учился и выбился в люди. Но ошибался. Вскоре жизнь стала невыносимой. Начались болезненные комментарии. «Папа, ты уже не можешь сам о себе заботиться. Лучше я буду распоряжаться твоими деньгами». Не трать на ерунду, старик. Я знаю, на что лучше потратить. Обращался со мной, словно я был недееспособным, как будто у меня больше нет голоса в собственной жизни. И хуже всего было то, что говорил это при внуках. Видел, как Денис и Даша смотрят на меня растерянно, не понимая, почему отец так разговаривает с дедушкой. С каждым днем ситуация ухудшалась. Мне запретили заходить на кухню, говорили, что я все пачкаю. В гостиной должен был сидеть в углу, почти незаметно, чтобы не мешать. Иногда часами смотрел в окно, вспоминая времена в деревне. Запах влажной земли, пение петухов на рассвете. Воспоминания были единственным, что меня поддерживало. В одно воскресенье за обедом Роман повысил голос на всех: «Папа, хватит забивать детям голову деревенскими глупостями. Им не нужно изучать эти крестьянские штучки. Они должны стремиться к большему». Я промолчал,
но внутри что-то рвалось. Неужели он забыл, что именно благодаря той деревне у него была возможность учиться и преуспевать? Постепенно начал замечать странные движения. Приходили письма из банка с уведомлениями о крупных снятиях, которые я не разрешал. Роман отбирал у меня почту, говоря, что это рутинные дела. Когда спрашивал, отвечал сухо: «Я знаю, что делаю, папа. Доверься мне». Но доверие с каждым днем таяло. Начинал понимать, что за моей спиной готовится что-то очень темное. Однажды ночью не смог заснуть. Услышал разговор в гостиной. Роман говорил по телефону: «Да, уже все оформлено на мое имя. Скоро будет полностью мое». Холодок пробежал по спине. Тихо встал и вернулся в комнату. Впервые подумал, что мой собственный сын планирует лишить меня всего, что я нажил за жизнь. На следующий день решил поговорить с ним прямо. Нашел его в столовой и сказал: «Роман, объясни мне, что происходит с моими счетами». Он рассмеялся презрительно: «Папа, ты уже не в состоянии ничем управлять. Все, что у тебя есть, теперь в моих руках». «Так лучше». «Как это? В твоих руках?» — спросил я с комом в горле. «Именно так. Я теперь владелец дома, счетов, всего. Ты только думай о том, чтобы не болеть больше, потому что содержать тебя и так достаточно тяжело». Почувствовал, что земля уходит из-под ног. Это было не просто презрение в его словах. Это было подтверждением того, что он больше не видит во мне отца, а видит обузу. С того момента жизнь в его доме превратилась в ад. От меня прятали еду, кричали на меня, обращались как со старой мебелью. Я старался сохранять спокойствие ради внуков, но с каждым днем становилось яснее, что Роман хочет от меня избавиться. И в пятницу утром за завтраком он мне это прямо сказал: «Папа, ты больше не можешь здесь оставаться. Я нашел место, где тебе будет лучше. Завтра отвезу тебя туда». «Какое место?» — спросил я с ужасом. «Дом за городом. Там ты никому не будешь мешать». Понял, что он планирует меня бросить. Ту ночь не сомкнул глаз. Снова и снова задавался вопросом, как сын может зайти так далеко. Вспоминал Раису, ее нежность, ее улыбку, и чувствовал, что она дает мне силы откуда-то там, где она сейчас. Пообещал себе, что не дам себя больше унижать. Что-то должен был предпринять. На рассвете Роман подошел с заведенной машиной, взял меня за руку и сказал сухим голосом: «Поехали, папа. Пора». И именно тогда, в тот самый момент, началась самая темная часть этой истории. Та, что отметит меня навсегда. Роман ехал молча. Я сидел на переднем сиденье, наблюдая, как город остается позади, и пейзаж становится все более пустынным. Тишина была настолько плотной, что слышался только гул двигателя, словно сердцебиение перед казнью. Пытался заговорить, чтобы понять, куда меня везут. «Роман, куда мы едем?» «Увидишь, папа. Место тихое. Там тебе ничего не будет мешать», — ответил он, не глядя на меня. То, как он это сказал, заставило кровь застыть в жилах. В его голосе не было заботы сына, это был голос человека, который просто избавляется от груза. Дорога длилась почти 2 часа.
Наконец он остановился перед домом, который больше напоминал развалины. Краска облупилась, калитка проржавела, запах сырости чувствовался даже снаружи. Роман первым вышел из машины, открыл мою дверь и жестом показал, чтобы я выходил. «Вот и приехали. Здесь тебе будет лучше». Я сомневался. «Здесь? Роман, ты правда хочешь меня здесь оставить?» «Да, папа. Здесь тебе будет спокойнее. Я больше не смогу возиться с тобой, понимаешь?» Он сказал это с такой холодностью, что пронзило насквозь. Достал из багажника небольшую сумку с моими вещами, поставил ее на землю и без лишних слов сел обратно в машину. Перед тем, как завести двигатель, добавил: «Не ищи меня, не звони мне. Прими, что это твое место теперь». И уехал, поднимая пыль на грунтовой дороге, пока я стоял там с разбитым сердцем. Зашел в дом и столкнулся с влажными стенами, разбитыми окнами и тишиной, от которой звенело в ушах. Мебели почти не было. Только старый матрас, брошенный в углу. Это было похоже на то, что он оставил меня умирать в живой могиле. Первые дни были ужасными. Еды почти не было. Ходил до ближайшей деревушки покупать хлеб или консервы на те немногие рубли, что остались в кармане. Спал мало, потому что каждый шорох в этом доме заставлял думать, что крыша обвалится. Холод утренних часов пронизывал до костей, и не раз думал, что умру здесь, и никто не узнает. Но не все было тишиной. Внутри меня начала расти смесь боли и гнева. Боль от того, что родной сын обошелся со мной, как с мусором. Гнев от того, что позволил этому происходить слишком долго. Сидя у маленького костерка, который разжигал, чтоб согреться, смотрел на свои руки, те самые руки, изрезанные шрамами, которые всю жизнь работали. Спрашивал себя, как можно считать их бесполезными. И тут понял, что не могу сдаться. Дни шли медленно, но в моей голове начал созревать план. Мне нужно было вернуть то, что принадлежит мне по праву. Мне нужно было показать Роману, что у него все еще есть отец с достоинством. Начал чаще ходить в деревню. Там встретил добрых людей, крестьянок и рабочих, которые предлагали мне еду, интересовались, откуда я. Никогда не рассказывал всю правду, но в этих разговорах восстанавливал что-то от надежды. Однажды встретил старого знакомого с прежней работы, Григория Петровича, который теперь жил в этих краях. Он удивился, увидев меня, и спросил: «Леонид, что ты здесь делаешь?» «Думал, ты живешь в деревне под Рязанью с женой». Я опустил взгляд и ответил: «Раисы больше нет, а сын решил, что это мое место». Он помолчал, а потом положил руку мне на плечо. «Ты не заслужил такого. Если нужна помощь, рассчитывай на меня». Эти слова дали мне силы. Я больше не был так одинок, как думал. Тем временем Роман даже не звонил. Ни одного сообщения, ни одного визита. Словно стер меня из своей жизни. Но я знал, что рано или поздно жизнь преподнесет ему урок. У жизни есть странные способы восстановить справедливость. Однажды ночью, лежа на том убогом матрасе, услышал пение далекого петуха и вспомнил свою деревню, Раису, своих детей, когда они были маленькими. Слеза скатилась по щеке, но вместо того, чтобы погрузиться в жалость к себе, сказал себе: «Встану. Не позволю, чтобы моя история закончилась здесь».
На следующий день, с решимостью, которой не чувствовал уже много лет, встал рано и начал обследовать участок. Именно тогда, гуляя за домом, сделал открытие, которое изменит все. За старыми кустами, почти скрытой растительностью, бил родник с кристально чистой водой. Вода текла сильной струей, свежая и обильная. Наклонился попить и почувствовал, как та свежесть возвращает мне ясность ума. Стоя перед этим скрытым сокровищем, понял, что судьба подарила мне возможность, о которой Роман даже не подозревал. И хотя еще не знал точно, как этим воспользоваться, был убежден, что заброшенное место станет не моей могилой, а местом моего возрождения. А пока что-то мне подсказывало, что пока я начну приводить себя в порядок, у Романа начнутся проблемы, которые приведут его обратно ко мне. Дни в заброшенном доме превратились в вечность, но постепенно я находил способы выживать. Каждое утро ходил к роднику, той удивительной находке, которая давала мне надежду. Вода была настолько чистой и холодной, что казалось, будто сама земля хочет мне помочь. Потихоньку начал приводить участок в порядок. В деревне люди дали мне немного семян картофеля и моркови. Мои руки, которые Роман считал бесполезными, снова взялись за лопату. Каждая борозда, каждая посаженная картофелина были актом сопротивления. Доказательством того, что я еще не сдался. Старые навыки машиниста не забылись. Смог починить сломанную скважинную трубу у соседа за несколько часов работы. Он в благодарность принес мне мешок муки и банку тушенки. Постепенно в местном сообществе меня перестали воспринимать как чужака. Гриша Петрович, мой старый товарищ по стройкам, стал регулярно навещать меня. Приносил свежие газеты из районного центра, иногда хлеб или молоко от своих коров. Однажды, сидя у моего костерка, он сказал: «Леонид, у меня есть знакомый юрист в Туле. Ты бы с ним поговорил насчет этого участка. Может, что-то можно сделать». Тогда я еще не понимал, насколько пророческими окажутся его слова. А тем временем до меня стали доходить слухи о Романе. В деревенской лавке женщины перешептывались. Говорили, что в городе одна строительная фирма обанкротилась, что хозяин задолжал банкам миллионы рублей, что дела совсем плохи. Я слушал эти разговоры с каменным лицом, но внутри что-то екало. Неужели это про моего сына? Неужели его гордыня и жадность привели его к краху? Однажды вечером, когда я чинил забор около дома, зазвонил мой старый мобильный телефон. На экране высветилось имя Романа. Первый раз за 3 месяца. Я долго смотрел на экран, рука дрожала. Наконец ответил: «Слушаю». В трубке слышались рыдания и хриплый голос: «Папа, мне нужно поговорить с тобой». Это были первые слова, которые он мне сказал после того, как бросил меня здесь, словно старую собаку. Молчал, ждал, что он скажет дальше. Дела осложнились. Фирма на грани банкротства. Кредиторы требуют возврата долгов, а я не знаю, что делать. Ты всегда умел выкручиваться из сложных ситуаций. Помоги мне, пожалуйста». В его голосе слышалось то, чего я не слышал годами. Отчаяние. Не высокомерие, не презрение, а чистое, детское отчаяние. Но я помнил. Помнил каждое унижение, каждое оскорбление. Помнил, как он назвал меня никчемным стариком. «Роман», — сказал я спокойно, — «несколько месяцев назад ты сказал мне, что я никчемный старик,
что мои мозолистые руки никому не нужны, а теперь ты просишь помощи у того же никчемного старика». Он замолчал. Слышно было только его тяжелое дыхание. «Я знаю, что заслужил твой гнев. Но, папа, если не поможешь, я потеряю все. Дом заложен под кредиты, машина тоже. Дети могут остаться на улице». Упоминание о внуках кольнуло в сердце. Денис и Даша ни в чем не виноваты, но и позволить Роману думать, что можно всю жизнь унижать отца, а потом прибегать к нему за помощью, я тоже не мог. «Увидимся завтра», — сказал я и отключил телефон. Ту ночь провел без сна. Ходил к роднику, слушал, как журчит вода, и думал о том, что жизнь действительно умеет преподносить уроки. Роман, который считал себя таким умным, таким успешным, теперь тонул в долгах. А я, которого он выбросил как мусор, медленно, но верно поднимался. На следующий день он приехал на той же белой машине, только теперь она была грязной, с царапинами на бампере. Роман вышел, осунувшийся, в мятой рубашке с красными от бессонницы глазами. От прежней уверенности не осталось и следа. «Папа!» — начал он. Но я поднял руку, останавливая его. «Сначала расскажи мне правду. Всю правду о том, что происходит». И он рассказал. Рассказал, как взял кредит на развитие бизнеса под залог всего имущества. Как вложился в строительство элитного жилого комплекса, который так и не построил. Как инвесторы подали в суд. Как банк требует немедленного возврата 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей. Сумма, которую я не заработал бы и за 10 жизней. «И что ты хочешь от меня?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Совета. Ты всегда знал, как выйти из трудных ситуаций. Может быть, есть какой-то выход, который я не вижу». Хотел рассмеяться. Месяцы назад он считал меня слабоумным стариком, неспособным управлять собственными деньгами. А теперь просит совета. Но вместо смеха я почувствовал странное спокойствие. Словно все происходящее было частью какого-то большого плана. «Роман, у тебя есть еще время до суда?» «Месяц, максимум 1,5. «Хорошо. А теперь слушай меня внимательно. Ты когда-нибудь слышал о том, что земля под этим домом может чего-то стоить?» Он удивленно посмотрел на меня. «Какая земля? Этот участок никому не нужен. Я специально выбрал самое дешевое место. Вот тут-то я понял, что судьба действительно иронична. Роман выбрасывал меня на бросовую землю, не подозревая, что именно эта земля станет ключом к его спасению. Пойдем, покажу тебе кое-что». Привел его к роднику, зачерпнул воды ладонями, дал попробовать. Его глаза расширились от удивления. Это же кристально чистая вода. Откуда здесь такая?» «Природный источник. Бьет уже, наверное, не 100 лет. И знаешь что? На прошлой неделе сюда приезжал человек из областного центра. Говорит, что такая вода на вес золота, что можно сделать бизнес на бутилированной воде». Это была правда. Григорий Петрович действительно приводил какого-то предпринимателя, который заинтересовался источником. Правда, тогда я еще не до конца понимал масштаб возможностей. Роман стоял как оглушенный. В его глазах я видел, как включается деловая хватка, как он начинает просчитывать варианты. «Но земля же не оформлена на тебя». «Вот именно.
И здесь начинается самое интересное. И здесь начинается самое интересное. Продолжил я, наблюдая, как в глазах Романа загораются долларовые знаки. Григорий Петрович познакомил меня с юристом из Тулы. Сергей Владимирович объяснил мне кое-что важное об этой земле. Роман слушал, затаив дыхание. Впервые за долгие годы он внимательно вслушивался в каждое мое слово. Оказывается, этот участок не имеет зарегистрированного собственника. Дом построен еще в 70-х годах. Хозяева давно умерли, наследники не объявлялись. По российскому законодательству, если я докажу, что живу здесь, обрабатываю землю и улучшаю участок, то могу оформить право собственности через суд. Как долго этот процесс займет? Спросил Роман, и я видел, что его деловой ум уже просчитывает варианты. Сергей Владимирович говорит, месяцев 6-8. Но есть один нюанс. Сделал паузу, наслаждаясь тем, как сын висит на каждом моем слове. Тот самый сын, который несколько месяцев назад называл меня никчемным стариком. Мне нужны деньги на оплату юридических услуг, межевание, оформление документов, около 300 тысяч рублей. Лицо Романа помрачнело. «Папа, у меня сейчас нет свободных денег. Я же говорил, что все заложено. Я знаю. Но у меня есть предложение». Присел на самодельную скамейку рядом с родником и жестом пригласил его сесть рядом. «Слушай внимательно. Ты вкладываешь деньги в оформление этой земли на мое имя. Когда все будет готово, я продам участок компании, которая заинтересована в источнике». Сергей Владимирович уже навел справки. Такие участки с природными источниками продаются от 5 до 10 миллионов рублей. Глаза Романа расширились. От 5 до 10 миллионов? Именно. Этого хватит, чтобы закрыть твои долги, и еще останется. Но есть условие. Какое? Ты публично при детях, при жене просишь у меня прощения за все, что натворил. И обещаешь больше никогда не обращаться со мной, как с бесполезным стариком. Роман молчал. Видел, как в нем борются гордыня и отчаяние. Отчаяние побеждало. «И еще одно условие», — добавил я. «Пока идет оформление документов, ты не получаешь от меня ни рубля. Деньги после продажи участка. Это не аванс, а инвестиция в наши отношения. А если что-то пойдет не так? Если земля не оформится или покупатель не найдется? Тогда ты потеряешь 300 тысяч, а я буду жить здесь до конца своих дней. Но знаешь что, Роман? Мне уже не страшно. Эти месяцы в одиночестве научили меня быть самостоятельным. А вот ты без этих денег точно останешься на улице». Встал и направился к дому. «Подумай до завтра. Если согласишься на мои условия, поговорим с юристом. Если нет, больше не приезжай сюда». «Папа, постой», — окликнул он меня. Обернулся. Роман сидел, опустив голову, и его плечи дрожали. «Я согласен. На все согласен. Только помоги мне». Вот тогда-то я почувствовал, что справедливость действительно существует. Сын, который выбросил меня как мусор, теперь умоляет о помощи того же никчемного старика. «Хорошо. Завтра привезешь деньги, и мы поедем к Сергею Владимировичу. Но запомни, это последний шанс, который я тебе даю. Той ночью
Я долго сидел у родника, слушая журчание воды. «Раиса, если ты видишь меня оттуда, знай, твой муж не сломался. Твой муж научился бороться по-новому». Утром Роман приехал с чемоданчиком денег, наверное, занял у кого-то под проценты или продал что-то ценное. Не стал спрашивать. Мы поехали в Тулу к юристу. Сергей Владимирович Кочетков оказался мужчиной лет 45, с внимательными глазами и профессиональными манерами. Выслушал нашу ситуацию и кивнул. Случай типичный для российской глубинки. Заброшенные участки с неоформленными правами – это головная боль для местных администраций. Леонид Михайлович, если вы действительно проживаете там и улучшаете участок, у нас есть все шансы. «Что нужно делать?» – спросил я. Первым делом заказываем межевание и кадастровый учет. Затем собираем справки от соседей и из сельской администрации о том, что вы там живете и хозяйствуете. После этого подаем заявление о признании права собственности в порядке приобретательной давности. А сколько времени это займет? Если все пойдет гладко, полгода. Но может затянуться до года, если возникнут возражения от администрации или объявятся наследники прежних владельцев. Роман нервничал. А если объявятся наследники, тогда дело усложнится. Но, судя по документам, которые я изучил, дом пустует больше 15 лет. Шансы, что кто-то объявится, минимальны. Мы подписали договор на оказание юридических услуг, и началась длительная бюрократическая процедура. Следующие месяцы стали для меня периодом странного счастья. Каждый день приносил маленькие победы. Кадастровый инженер приехал и подтвердил, что участок действительно не имеет зарегистрированного собственника. Соседи дали показания, что видят меня там с весны, что я облагораживаю территорию. А Роман изменился. Не кардинально, конечно, но все же. Стал приезжать каждую неделю, привозил продукты, иногда даже помогал по хозяйству. Внуки тоже стали приезжать с ним. Денис и Даша радовались дедушке, интересовались родником, помогали в огороде. «Дедушка», — сказала мне как-то Даша, «а почему папа раньше говорил, что ты живешь в доме для престарелых?» Я посмотрел на Романа. Он покраснел и отвел глаза. «Папа ошибался, солнышко. Дедушка живет в своем доме. И очень этому рад». Через 4 месяца пришло долгожданное решение суда. Участок площадью 12 соток с домом и хозяйственными постройками признавался моей собственностью. В тот день Роман обнял меня впервые за много лет. Крепко, по-настоящему. «Папа, прости меня. За все. Я был дураком». «Знаю», — ответил я. «Но теперь ты мой сын». А через неделю к нам приехали представители компании «Родниковая вода». То, что они предложили, превзошло все мои ожидания. Директор компании Владимир Николаевич Семенов, мужчина лет 50 с деловой хваткой, но добрыми глазами, внимательно осмотрел родник, взял пробы воды и кивнул с удовлетворением. «Леонид Михайлович, это действительно уникальный источник. Вода соответствует всем требованиям для производства питьевой воды высшей категории. Мы готовы предложить вам 2 варианта». Роман сидел рядом со мной, нервно теребя пальцы. Его долги висели над ним дамокловым мечом. Первый вариант — мы покупаем участок полностью за 8 миллионов рублей.
Второй — оформляем долгосрочную аренду на 50 лет с ежемесячными выплатами по 200 тысяч рублей плюс процент с оборота. 8 миллионов рублей. Сумма, которую я не мог представить даже в мечтах. Роман побледнел. Этих денег хватило бы не только закрыть его долги, но и обеспечить безбедное существование всей семье на долгие годы. «Нам нужно время подумать», — сказал я. «Конечно. Вот мои контакты. Через неделю жду ответа». Когда представители компании уехали, Роман взял меня за руки. «Папа, ты понимаешь, что это означает? 8 миллионов. Мы можем закрыть все долги, купить новый дом. Дети смогут учиться в лучших институтах». «Понимаю», — ответил я спокойно. «Но сначала нам нужно кое-что обсудить». Мы сели на скамейку у родника. Журчание воды успокаивало. «Роман, помнишь условие, которое я ставил?» «Какое?» Хотя по его лицу было видно, что он прекрасно помнит. «Ты должен публично при детях и жене попросить у меня прощения за все, что делал». Он опустил голову. «Папа, но мы же договорились». «Мы договорились, что ты попросишь прощения, а ты только сказал «прости меня» между делом. Это не то же самое». Роман молчал долго. Борьба между гордыней и необходимостью была видна на его лице. «Хорошо», — наконец сказал он. «Завтра приеду с семьей». На следующий день к моему домику подъехала машина Романа. Из нее вышли он, его жена Светлана и мои любимые внуки Денис и Даша. Дети сразу побежали ко мне, как всегда, с радостными криками. «Дедушка, а правда, что ты теперь богатый?» — спросил Денис. «Дедушка всегда был богатый», — ответил я, обнимая их. «Богатый внуками, богатый опытом, богатый достоинством». Светлана, которая раньше с трудом переносила мою деревенскую простоту, теперь смотрела на меня с уважением. Деньги имеют свойство менять отношения людей. «Папа», — начал Роман, собираясь с духом, — «я хочу сказать что-то важное при всех». Дети притихли, чувствуя серьезность момента. «Папа, я был плохим сыном. Я забыл, что все, что у меня есть, я получил благодаря твоим жертвам. Ты работал в дождь и снег, не доедал, не досыпал, чтобы дать мне образование и возможности. А я отплатил тебе презрением». Голос его дрожал, и я видел, что слезы подступают к глазам. «Я называл тебя никчемным стариком. Я бросил тебя в этом заброшенном доме, как собаку. Я украл твои деньги, обманул твое доверие. Прости меня, папа, прости за все». Он встал на колени передо мной, и слезы потекли по его щекам. «Я недостоин называться твоим сыном, но прошу, дай мне шанс исправиться». Денис и Даша смотрели на отца с удивлением. Светлана плакала. Я поднял Романа с колен и крепко обнял. «Сын мой, конечно, прощаю, потому что ты — моя кровь, и потому что умение признать ошибку — это первый шаг к тому, чтобы стать настоящим мужчиной». В тот день мы долго сидели у родника, говорили о жизни, о планах на будущее. Дети играли в огороде, Светлана помогала мне готовить обед. Впервые за много лет я почувствовал, что у меня есть настоящая семья. Через 3 дня я позвонил Владимиру Николаевичу и сообщил свое решение. Принимаю второй вариант — аренду, но с условием,
Треть от ежемесячных выплат идет на благотворительность для малоимущих семей в районе. Прекрасное решение, Леонид Михайлович. Думаю, это будет началом прекрасного сотрудничества. Роман сначала не понял. Папа, но покупка дала бы больше денег сразу. Сын, 8 миллионов мы потратили бы за несколько лет. А 200 тысяч в месяц – это постоянный доход. К тому же участок остается нашим. Это наследство для Дениса и Даши. Он кивнул, и я увидел в его глазах понимание. Контракт подписали через неделю. В первый же месяц Роман смог погасить самые критичные долги. Суд отменили. Фирма была спасена. Но самое главное, мы восстановили отношения. Роман стал приезжать каждые выходные. Иногда с детьми, иногда один. Мы работали в огороде, ловили рыбу в речке, разговаривали о жизни. Однажды, через полгода после подписания контракта, Роман сидел со мной у родника и сказал: «Папа, я понял одну вещь. Ты не разбогател из-за этого источника, ты всегда был богатым. Богатым духом, честью, достоинством. Я просто не умел этого видеть. А теперь умеешь? Учусь. Каждый день учусь. В том году я отметил 75-й день рождения. На праздник приехали не только Роман с семьей, но и Михаил с Анной, мои младшие дети. Пили чай у родника, дети бегали по огороду, смеялись. «Раиса», — подумал я, глядя на звезды, — «видишь, наша семья снова вместе». И мне показалось, что звезды подмигнули в ответ. Сегодня мне 77 лет. Каждое утро я просыпаюсь в своем доме, выхожу к роднику, умываюсь чистой водой и благодарю жизнь за ее уроки. Роман построил успешный бизнес заново, но теперь это честный, справедливый бизнес. Он регулярно помогает людям, попавшим в трудную ситуацию. Говорит, что это его способ искупления. Денис и Даша растут хорошими детьми. Они знают цену труду, уважают старших и понимают, что главное богатство – это семья. А тебе, кто слушает эту историю прямо сейчас, хочу сказать: никогда не сдавайся. Жизнь может бросить тебя в самое дно. Но если ты сохранишь достоинство и веру в справедливость, она же поднимет тебя выше, чем ты мог мечтать. Не забудь подписаться на канал и оставить комментарий о том, из какого города России ты нас слушаешь. Здесь каждый день звучат настоящие истории настоящих людей. И помни, даже в самой темной ночи всегда есть звезды. Иногда жизнь забирает у нас многое, но взамен дает то, чего мы не ожидали. Главное — уметь это разглядеть и не озлобиться сердцем. Я Леонид Михайлович Романов, и это была моя история. История о том, как справедливость, хоть и не сразу, но всегда находит свой путь к тем, кто ее заслуживает.